Привет. Набегалась, даже не стала поправлять прическу. Помидоры, абрикосы, клубнику продают. Машина ездит. Я ж обещала в среду пообщаться. Знаете, вот э, какой интересный у нас вот выбор. И то, что нравится или не нравится, как-то странно. Я вот к чему. Вот я же говорила, я смотрю новую битву экстрасенсов, а после них, ну, там понятно, там какие-то эмоции человек проявляет, и кто-то там нравится, кого-то поддерживаешь, а кого-то нет. И как-то странно идет поддержка. Ну вот, если кто-то не понравился, то он уже не понравится, как бы он там себя не проявлял. Мне вот эта женщина там, э, она или армянка, или грузинка, вот кто-то такая. Вот она мне с самого начала не нравилась. И девочка еще итальянка тоже вот, не знаю, все и милая, и хорошая, вот не нравится. А, эм, ой, как ее, Варя, что ли? Я забыла, как зовут там молодая. И Артем, вот их 4 осталось, дошли до финала. Вот эта вот пара мне нравится, а та как-то вот не очень. Ну, я даже не об этом. После этих экстрасенсов идет музыкальная интуиция. Там, значит, две команды, по 3 человека выбирают, кто-то поет или кто-то не поет. И вот кажется, смотришь и смотришь. Нет, все равно начинаешь, котик, все равно начинаешь за какую-то команду болеть. И вот кажется, почему за эту, а не за эту? Ну вот они себя никак не проявили, никак не... э, никак. Но вот почему-то вот начинаешь, и эта команда, причем меняется каждый раз, каждую игру новая команда. Это не та, что ты смотришь, как они вели себя в прошлом, или ты знаешь этих там, ну, там артистов, певцов. Я их вообще не знаю. Вот это современные, я их вообще не знаю. И все равно болеешь за какую-то команду. Вот у нас внутри мы вот забубенные такие. Что-то, во что-то мы вот, что-то для нас да, а что-то для нас как бы не уговаривал, как бы не пытался хорошо сформулировать это, все равно будет нет. И знаете, тут еще вот так это относится и, наверное, к семейным отношениям. Я уже как-то поднимала эту тему. Кому-то нравятся шторы на окне, а кому-то жалюзи. И вот, вот там советуют часто, ищите компромиссы. Вот какой компромисс это может быть? И жалюзи, и шторы, и будет каждая раздражать. И выход какой? А нету выхода. Ну вот, безвыходность, да. Ну, конечно, нужно касаемо шторы жалюзей. Кому-то хочется строгости, офисности, воспринимает шторки на окне как расхлябанность и домашность, просто как бы глубже немножко. А для кого-то жалюзи это вот холодно. И вот, знаете, когда вот другой человек, особенно вот в паре, поступает не так, им у нас внутри вот зажигание, знаете, как в том анекдоте, дорогой, подари мне такую машинку, чтобы я ножкой только раз и 100. А муж говорит, весы, что ли? Ну вот как-то так. Каждый о своем. И вот когда что-то такое вот делает ваш партнер, что-то такое, что вас прям выводит на эмоции, вот чуть-чуть притормозите, прям вот чуть-чуть, и подумайте, этот человек, почему он так, ну вот, почему такая ситуация сложилась? Он свои обязанности на вас хотел переложить. Может, это происходит постоянно, перекладывание? Или он считает действительно, что так будет лучше, вот там, как он сделал? Или он вообще не думает о том, что лучше, что не лучше. Чуть-чуть поразмыслите, а возможно, вот этот человек думает, что вот если он так поступит, то это вам нужно. И проанализировать это, понимаете, вот э,
мужчины считают, и где-то правильно считают, что женщины всегда заводят вот эти вот скандалы, все вот это вот. Ну, в большинстве своем бывают мужчины такие истерички, что Господь меня храни. Но мы же начинаем кипишевать не потому, что нам нравится это, совсем не поэтому, а просто это нас возмущает, и где-то мы чувствуем такой укол, что нас обижают. Вот чувство, что нас обижают. И вот в этом чувстве чуть-чуть нужно разобраться, иначе вы можете в какой-то момент превратиться в скандалистку. А это нельзя делать не по отношению к другим, а по отношению к вам лично. Если вы ощущаете, что вас обижают все, это очень большая вероятность по психосоматике к тому, что у вас приключится вот та болезнь, о которой лучше вообще не говорить. Понимаете, что вот эти клетки начнут расти и размножаться. Вас не должны обижать. Или сделайте свою жизнь так, чтобы вы не попадали в эту ловушку, что вас все обижают. Или работайте над этим, чтобы в общении не воспринимать там обиды. Вот. Или, ну, возможно, даже лекарства какие-то пить. Вы знаете, вот я в отношении себя лично, я почему засмеялась, вот как какие-то вот такие замечания или подколы, я всегда не знаю почему. Это не, я вас не призываю, каждый по-своему. Я это воспринимаю как конструктивную критику, что, может быть, я на себя посмотрю с другой стороны, может, это действительно так я выгляжу. Или я говорю, «Кш, ерунда, не хочу за это задуматься. Или, а возможно, тут есть зерно истины, и, возможно, мне на эту тему нужно подумать. Ну вот, живите проще. А с другой девочкой еще общалась. И она мне, значит, был такой разговор. Ну вот у меня вот мания такая, что, а, ну как бы сказать, не скажу, что прямо с такой же работой, как у меня, у нее там другая направленность, но в принципе тоже. И вот мы разговариваем, я говорю, я сама себе удивляюсь, что вот если я увидела в яблоке проклюнувшееся семечко, хвостик пустила. Я его вот не могу, ну вот я его должна посадить. Мне тяжело вырастить животное, вот как мы с мамой были, да, это очень сложно. Мне прям таких усилий стоило, что это животное, ну, это птицу эту потом кушать. Для меня вот лучше э, абстрактное мясо, ну, чем я вот знаю, что оно там было. Вот. И был разговор такой. Я купила клубнику. И купила клубнику там, я просто пришла уже поздно, она была со скидкой, такая, ну, может, слизни ее подъели, вот такие вот. Вот. Я говорю, да ладно, пускай. И повырезала вот эти вот места повырезала. То есть они, я к чему, они не гнилые, они как бы раненые. И там такие крупные семена. И я прям вот смотрю, выбрасывать их, думаю, ну, оно росло, оно хотело жить. И я этой девочке рассказываю, что я собрала эти все семена, посушила и посмотрела в интернете. Их можно там сделать стратификацию в холодильнике, а потом их высадить. И они, значит, на следующий год уже прорастут. Девочка, ну, я не знаю, каким там она обладает знанием, говорит, нет, это нужно делать не так, их нужно садить, их нужно, значит, сеять, потом саженцы, в общем, каждый там сюда-сюда, нужно их там, вот. А говорит, что, ну, значит, или у вас, ну, вот что-то такое внутри, нужно с этим разбираться, почему вот так происходит. И я себе вот думаю, а мне все равно, почему так происходит. Меня это не напрягает, меня это удивляет. Я иногда смеюсь, сейчас она прокукукает. Иногда смеюсь сама над собой, но ну, не особо напрягает. Я знаю, что у меня такая странность, и я с этим как бы мирюсь. Я мух не бью, выпускаю их. Единственное, что не удерживаясь, комаров бью. И то я стараюсь включать фумигатор или так или иначе, чтобы не влезть никуда. Но ну, наше достоинство – это приложение наших недостатков. Но вот она так сказала, что нужно разобраться в голове. Я вот сейчас много ходила, сейчас я закончу эту тему, расскажу, где я ходила.
И вот думаю, я, наверное, не... Конечно, это и возраст свое берет. В молодости как бы очень быстро все это проходит, пока дети, пока там очень быстро промелькнуло, прямо очень быстро. И вот, но в какой-то момент начинаешь осознавать и жизнь, и себя где-то по-другому. А, Я вот считаю, что я даю шанс, э, будь то человек, или будь то растение, или там животинка, я даю шанс. Если вы не хотите меня слушать, растение возьмем, да, ты не хочешь меня слушать, ну, не слушай, твое дело. Я даю шанс, я тебя посадила, я тебя поливаю, пока ты маленькая, я чуть-чуть тебя поддерживаю, а дальше извини, как хочешь. Хочешь расти, борись за выживание. Не хочешь расти, ну, такая твоя доля. И вот, и я хотела эти семена высеять и накрыть там, ну, бутылки обрезать, типа парничка сделать для всех. Вот не никакой грядки нету на клумбе. Выживет, выживет, не выживет, не выживет. Ну вот мне так легче, наверное, что я даю шанс. Значит, рассказываю, где я бегала. Вы же знаете эту историю, что я пытаюсь мамину квартиру подать ее вот, ну, чтобы ее можно было продать, сделать документы. А время вступления в наследство у меня прошло. И здесь мне приходится, хоть я там в Украине и вступила в наследство, как бы все там оформила, но здесь, получается, сроки прошли, и мне приходится восстанавливать их через суд. Я, ну, я была у адвоката, адвокат сказал, нужно отправить письма. Письма в какие-то инстанции, потом, значит, как я тогда поняла, когда придет этот ответ, нужно заплатить госпошлину и потом идти в суд, потом суд назначит, примет документы и назначит на какое время. И я иду, бумажную квитанцию на госпошлину мне дали. Я заплатила адвокату 27 тысяч, два письма отправить 800, и госпошлину мне нужно заплатить, ну, 3,5, 30 тысяч 300, не 3,5. В общем, иду платить, иду. А я заранее взяла, хотела попробовать, я за квартиру плачу на почте, а хотела попробовать через банк. Все платят через банк. И я взяла талончик, такая, значит, довольная, крутая. Прихожу с этим талончиком, а оказывается, я взяла талончик не в кассу, а как типа на консультацию. Я взяла по новой талончик, сижу. Подходит моя очередь. И мне вот эта операционистка говорит: а это точно ваш ИНН? А я говорю, да, вроде да. Она говорит, не снился? А я говорю, снился. Она говорит, так это совсем другое дело. И вот я тогда запаниковала, думаю, боже, я же уже записала. Я тогда начала наматывать километры. Пошла из банка, бог его знает куда, в МФЦ. Вот. А в МФЦ сейчас принимают документы только на регистрацию жилья. А я говорю, ну можно я за компьютером посмотрю, значит, свой... Я вообще там спрашиваю, где его брать. Она говорит, я не знаю, понятия не имею. Думаю, ну, в МФЦ должны знать. Я, значит, а там нужно ID сотрудника. А у них какая-то новая там программа, и они не знают, что вводить. Они звонят сисадмину. А сисадмин меня, значит, ну, вот разрешает, открывает эти окна. Я узнаю этот ИНН. Я его там записала и сфотографировала. Но у меня почему-то с мобильной связью что-то не так, что вот крутит колесико, а фотография не подтверждается. Ну, вроде ж как я записала. И тут я понимаю, что на этом бланке же написаны уже цифры, которые не соответствуют. Я иду в копицентр, а в копицентре говорят, у нас нету, э, как он, белым замазать, как он называется, забыла. Идите, в общем, там через две дороги туда-то и туда-то, в другой копицентр. Я туда вот пошла. Там мне, значит, все замазали. Корректор называется. Все замазали, все сделали.
Я говорю, распечатайте. Мне распечатали новые, я записала новые, новые все цифры записала. Пришла, на мое удивление, перед самым этим перерывом никого не было, 2 человека. Вот, и я подхожу к кассе, заплатила, она говорит, проверяйте все цифры, а там цифры с нулями и со всеми этими самыми. Я говорю, ой, ну, свои проверила. Она говорит, правильно. Я говорю, да, вроде правильно. Расписываюсь, я говорю, ой, я бы не смогла, наверное, так работать с такой вот тщательностью, вот бухгалтером, ну вот прям, или вот это все. Хотя я же говорю, я любила точные науки, но мне нравилось момент решения задачи, но не вот такое вот щепетильное. Ну, это я восхищаюсь такими людьми. Вот мама у меня работала, я, ну вот, честно, это талант нужно к этому иметь. А она говорит: "А что мне особенно а что мне особенно переживать? Я вам галочку поставила, вы расписались. Если где-то какие-то цифры не так, моей с вами ответственности нету". Но обрадовала меня, дальше некуда. Я, в общем, пришла домой, упала на стул, и вот, записываю видео, думаю, запишу, пока я сижу, не могу шевелиться. Ну, в общем, вот так меня рассмешило. Вот это я хотела с вами пообщаться. Собственно, все. Встретимся в воскресенье. Этот в суд собираюсь идти завтра с утра, потому что я уже набегалась, уже никакая, километры намотала. Вот. Все, пока. Ой, да, живите легко, берегите себя.